Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу брифингди баштайбыз. Сиздерге Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна жана дары-дармек менен камсыздоо жана медициналык техника департаментинин директору Шакирова Гүлмира Абидиновна маалымат беришет. Ал эми брифингди ТүЗОдон ЛТР, КТРК, Ало 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле эл-ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. COVID-19 боюнча статистикалык маалымат менен 15 июль 2020 жылга карата кандай болуп жаткандыгы жөнүндө сиздерди тааныштырып кетейин. Бир сутка ичинде жалпысынан Кыргыз Республикасы боюнча ооруканалардан 91 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Алардын ичинен Бишкек шаарынан 41 бейтап, Чүй облусунан 19 бейтап, Ош шаарынан 5, Ош облусунан 6, Нарын облусунан 11, Ысык көл облусунан 2, Жалал Абад облусунан 5, Талас облусунан 1 жана Баткен облусунан 1 бейтап айыгып чыгарылды. Кайталанып алынган анализдердин жыйынтыктары терс белги көрсөттү. Ал эми ооруканадан тышкары катталган пневмониядан республика боюнча айыгып чыккан бейтаптардын саны 493 адамды түздү. Жалпы ооруканадан COVID-19 илдетинен айыгып чыккан бейтаптардын саны 3660 адамды түздү. Мындан сырткары үйдө самоизоляция болуп дарыланып жаткан жарандарыбыздын арасынан бир сутка ичинде 228, жалпы 1654 адам айыгып чыкты. Жалпысынан айыккандардын саны 5314 адам түздү. Ал эми ооруканадан тышкары катталган пневмония менен ооруп айыгып чыккан адамдардын саны 3415 адамды түздү. Ал эми бир сутка ичинде оорудан тышкары пневмониядан айыгып чыккан адамдардын саны 493 адамды түздү. Албетте эң эле өкүнүчтүүсү, тилекке каршы бир сутка ичинде коронавирус инфекциясынан республикада 11 бейтап каза болду. Булар Кыргыз-Түрк ооруканасынан 1 бейтап, эркек адам 63 жашта, республикалык инфекциялык ооруканасынан 1 бейтап, аял киши 72 жашта, шаардык биринчи ооруканадан 1 бейтап, эркек адам 64 жашта, Борбордогу физиатрия госпиталында 1 эркек адам 64 жашта, Жайыл аймактык ооруканасында 2 бейтап, 54 жана 61 жашта, Баткен областык ооруканасында 2 бейтап, эркек адам 49 жашта жана аял адам 58 жашта. Ноокат аймактык ооруканасында 1 аял адам 53 жашта, бул медициналык кызматкер. Тоң аймактык ооруканасында 2 адам, эркек адам 58 жашта жана аял адам 36 жашта. Жалпысынан республика боюнча 160 учур катталды. Булар COVID-19 тастыкталган диагнозу менен. Ал эми ооруканадан тышкары катталган пневмониядан каза тапкан адамдардын саны 74 адамды түздү. 2020 жылдын 15 июлуна карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 439 учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 172, Ош шаарында 53, Чүй облусунда 70, Ысык көл облусунда 14, Ош облусунда 30, Нарын облусунда 1, Баткен облусунда 66, Жалал Абад облусунда 32, Талас облусунда 1. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 11977 учуру катталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 5454, Ош шаарында 1165, Баткен облусунда 421, Жалал Абад облусунда 714, Ысык көл облусунда 382,
Нарын облусунда 654, Ош облусунда 729, Чүй облусунда 2122 учур, Талас облусунда 96 учур, жана өзүңүздөргө белгилүү болгондой Соль Илецк шаарынан Россия Федерациясынан келгендердин арасынан 119 учур, Россия Федерациясынан келген курсанттардын ичинен 100 жана Россия Федерациясынан келген кыргыз жарандардын арасынан 21 учур катталган. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 105 адамды түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарынан 25, Ош шаарынан 19, Чүй облусунан 13, Ош облусунан 14, Жалал Абад облусунан 5, Ысык Көл облусунан 8, Баткен облусунан 21 учур. Республика боюнча COVID-19 диагнозу менен катталган медициналык кызматкерлердин арасында 1980 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 6 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 576 кызматкер ооруканадан айыгып чыгарылды. Жалпы катталган учурлардын ичинен 6323 аял адам түздү, 5654 эркек. Ал эми жаңы катталган учурлардан 263 аял адам, 176 эркек адам түздү. Ооруканада жаткырылган бейтаптардын абалы боюнча бүгүнкү күндө стационарларда 645 бейтап COVID-19 илдетинен дарыланып жатат. Алардын ичинде оор абалда 139 бейтап, жандандыруу бөлүмдөрүндө 18 бейтап дарыланууда. Орточо оор абалда 404, канааттандырарлык абалда 102 бейтап. Айыккандардын саны 1654 адам түздү. Айыгып чыгарылгандардын саны 3660 адам. Ал эми бир сутка ичинде COVID-19 илдетин тастыктоо максатында республиканын лабораторияларында изилдөөлөр жүрүп, алардын саны 3100 изилдөөнү түздү. Ооруканадан тышкары жабыркаган пневмониянын саны республика боюнча бүгүн 9204 учурду түзүп, бир сутка ичинде 954 бейтап катталды. Добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители. Позвольте ознакомить вас со статистической информацией по ситуации с COVID-19 в Кыргызской Республике на 15 июля 2020 года. Из стационаров республики за сутки выписан 91 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в городе Бишкек 41, в Чуйской области 19, в городе Ош 5, в Ошской области 6, в Нарынской области 11, в Ысыкульской области 2, в Джалабадской области 5, в Таласской области 1, в Баткенской области 1. При выписке результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. За сутки с диагнозом небольничная пневмония с выздоровлением выписано 493 пациента. Всего из стационаров с диагнозом COVID-19 с выздоровлением выписано 3660 пациентов. С выздоровлением от внебольничной пневмонии всего выписано 3415 человек. Кроме того, из числа находящихся на самоизоляции дома выздоровели за сутки 228 человек. Всего выписано с выздоровлением 1654 человека. Общее количество выздоровевших с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 5314 человек. К великому нашему сожалению, конечно, мы были бы рады, если бы этого не произошло. К сожалению, в стационарах республики зарегистрирован один из случаев смерти от коронавирусной инфекции. Это пациенты с кыргызско-турецкой больницы, мужчина 63 лет, городской клинической больницы номер 1, один пациент, мужчина 64 лет,
В Республиканской инфекционной больнице пациентка, женщина 72 лет. В Национальном центре фтизиатрии мужчина 64 лет. В Джаирской территориальной больнице 2 пациента, это женщины 54 и 61 года. В Баткенской областной больнице 2 пациента, мужчина 49 лет и женщина 58 лет. На Акадской территориальной больнице 1 пациент, это женщина 53 лет, это медицинский работник. В Томской территориальной больнице 2 пациента, мужчина 58 лет и женщина 36 лет. И всего зарегистрировано 160 случаев смерти от COVID-19. Количество летальных случаев от внебольничной пневмонии составило 74 случая. На 15 июля 2020 года по республике зарегистрирован 439 новый подтвержденный случай COVID-19. В городе Бишкек 172 случая, в городе Ош 53 случая, в Чуйской области 70 случаев, в Иссыкульской области 14 случаев, в Волжской области 30 случаев, в Нарынской области 1 случай, в Баткенской области 66 случаев, в Джалабадской области 32 случая и в Таласской области 1 случай. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 11 977 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Из них в городе Бишкек 5454 случая, в городе Ош 1165, в Баткенской области 421, в Джалабадской области 714, в Иссыкульской области 382, в Нарынской области 654, в Волжской области 729, в Чуйской области 2122, в Таласской области 96 и среди прибывших из города Соль-Илецк было зарегистрировано 119 случаев, среди курсантов военнослужащих из Российской Федерации 100 случаев и среди граждан, прибывших из Российской Федерации, был зарегистрирован 21 случай. Всего в Кыргызстане количество лиц внебольничной пневмонии составило 9204 случая. Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 105 новых случаев COVID-19. Из них в городе Бишкек 25, в городе Ош 19, в Чуйской области 13, в Волжской области 14, в Джалабадской области 5, в Иссыкульской области 8, в Баткенской области 21. Общее количество медицинских работников, зараженных COVID-19, составляет 1980 случаев, из которых за сутки выписано из стационаров с выздоровлением 6 медицинских работников. Всего по республике выписано с выздоровлением 576 медицинских работников. Из всех зарегистрированных положительных случаев 6323 составляют женщины, 5654 составляют мужчины. Среди новых случаев 263 это мужчины и 176 это мужчины. Женщины и 176 это мужчины. В стационарах республики с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся на стационарном лечении 645 пациентов. Из них в тяжелом состоянии 139, 18 из которых находятся на лечении в реанимационных отделениях. В состоянии средней тяжести 404 пациента и в удовлетворительном состоянии 102 пациента. Выписано 3660 пациентов, летальных исходов зарегистрировано 160. Для подтверждения диагноза COVID-19 в лабораториях страны проведено за последние сутки 3095 исследований. Хотела бы сегодня принести свои глубочайшие соболезнования всем родным и близким умерших от внебольничной пневмонии, от COVID-19. И если позволите, конечно же, я хотела бы принести самые глубокие соболезнования и сказать, что мы скорбим, светлая память нашим коллегам Келдибековой Айчурюк Каримбековне
и Мурзабековой Адинай. Кельдебекова Чурек Каримбековна работала главным врачом Центра профилактики заболеваний Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Нокатского района, куда была назначена для стабилизации эпидемиологической ситуации с 1 мая 2020 года. Она была в возрасте 55 лет и всю свою жизнь посвятила работе для профилактики инфекционных заболеваний, была опытным эпидемиологом, любимой матерью, и в возрасте 55 лет она, работая на благо народа для стабилизации эпидемиологической ситуации в Волжской области, Нокатском районе, к сожалению, скончалась, и глубочайшее ей соболезнования, мы скорбим. И Мурзабекова Адина – это студентка 5-го курса Кыргызской государственной медицинской академии, факультета лечебное дело. Она находилась, была мобилизована по собственной инициативе в развернутом госпитале в отеле Discovery. Здесь она оказывала помощь всем нашим людям, обращавшимся в этот организованный госпиталь. 13 июля она почувствовала резкое ухудшение здоровья. Ей была оказана реанимационная помощь в течение 45 минут. И, к сожалению, 20 часов 45 минут ее не стало. От имени системы здравоохранения всей, от имени всех медицинских работников, от имени себя лично еще раз приносим глубочайшие соболезнования и хочу выразить благодарность родным и близким наших коллег за то, что они в такое трудное время выполняли свой долг. И также хочу призвать всех наших медицинских работников, которые сегодня могут работать и которые находятся в трудовых отпусках и которые находятся в отпусках без сохранения заработной платы. Если у вас есть возможность, если позволяет ваше здоровье, пожалуйста, приходите и поработайте, и помогите нашему населению. Спасибо. Гульмира Абидиновна, вам слово. Микрофон, пожалуйста. Большое спасибо. Приветствую вас, уважаемые журналисты, телезрители и радиослушатели. На сегодня самый актуальный вопрос – это доступ населения к лекарственным средствам. Мероприятия по данному направлению департаментом совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики начаты еще в феврале текущего года. Решением правительства от 3 февраля номером 57 введен запрет на вывоз лекарственных и медицинских средств из Кыргызской Республики. 10 марта принято распоряжение правительства об обеспечении населения масками по доступной цене. Как вы помните, в тот период был резкий скачок спроса на медицинские маски, и в этой связи были проработаны дополнительный пакет антикризисных мер. Кроме того, 16 марта 2020 года решением правительства за номером 158 внесено изменение в перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте на территорию Кыргызской Республики. Данный перечень был дополнен лекарственными средствами и медицинскими изделиями, используемыми при лечении коронавируса. 23 марта 2020 года за номером 178 принято ключевое решение правительства Кыргызской Республики о мерах по обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Данным решением одновременно были заложены предпосылки для налаживания производства отечественных медицинских масок и средств индивидуальной защиты. В итоге на сегодня маски производятся уже 7 местными производителями. Кроме того, налажено производство средств индивидуальной защиты в виде антисептических средств и комбинезонов. В изготовление комбинезонов активно включилась легкая промышленность Кыргызской Республики. Многие швейные цеха на сегодняшний день осуществляют производство и шитье комбинезонов. Работа в данном направлении расширяется. Мы планируем использовать весь потенциал швейной отрасли
республики. Также налажено производство антисептиков. На сегодня производство осуществляется 3 местными компаниями. Дополнительно прорабатывается вопрос наращивания, производства субстанций для лекарства, а также производства заводов по производству самих лекарственных средств. Основной упор делается также на местных производителей. Кроме этого, решением правительства также максимально были упрощены процедуры ввоза лекарственных средств и медицинских изделий. Осталась только процедура контроля качества ввозимых лекарственных средств. Для обеспечения оперативного контроля и увеличения пропускной способности сотрудники Центральной контрольно-аналитической лаборатории департамента перешли на работу в 2 смены и выходные. Это в 2 раза позволило увеличить объем лекарственных средств. В то же время ведется работа и на площадке ЕАЭС. Решением Совета ЕАЭС от 3 апреля за номером 33 о внесении изменений некоторых решений Комиссии Таможенного союза и об утверждении перечня товаров критического импорта утвержден перечень товаров критического импорта, на которые применяется нулевая ставка таможенных пошлин с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Наряду с рядом продовольственных товаров в данный перечень включены коды ТНВ, противовирусных, противомалярийных лекарственных средств, антибиотиков, жаропонижающих, а также симптоматических средств для лечения коронавирусной инфекции, а также бесконтактных термометров. Таким образом, пакет принятых мер позволил полностью убрать все препоны для беспрепятственного ввоза лекарственных средств. Но, как показывает анализ развития пандемии, принятых мер недостаточно. Верным решением представилась централизованная закупка лекарственных средств и медицинских изделий напрямую у заводов. Но многие страны запретили экспорт ключевых препаратов. Мировая цепочка производства лекарственных средств оборвалась, и выстроились новые правила по принципу «сначала себе». Страны с благоприятным финансовым положением и большими рынками сбыта массово скупают самые востребованные лекарства. Поскольку наш рынок для производителей лекарственных средств считается небольшой и непривлекательной, у нас возникли трудности по данным закупкам. В отдельных случаях требовалось вмешательство и решение процедурных вопросов на уровне госорганов, что в свою очередь также отражается на сроках поставки. На данном этапе Министерство здравоохранения, Фондом обязательного медицинского страхования, Департаментом лекарственных средств работают над поручением правительства по централизованной закупке лекарственных средств и созданию резерва лекарственных средств. Хочу отметить, ситуация также усугубилась тем, что из-за развития пандемии наша страна за 2-й месяц потребила около годового запаса лекарств. Зачастую лекарства скупались про запас. К сожалению, мы столкнулись и что со стороны фармбизнеса и отдельных граждан, несмотря на пакет принятых облегчающих мер, несмотря на то, что на кону были жизни наших граждан, на фоне обострения ситуации с коронавирусом имелись попытки вывоза лекарственных средств, попытки спекуляции ценами и даже попытки спрятать лекарства на складах. Департаментом был организован колл-центр. По горячей линии мы получаем от граждан сигналы о попытках нажиться на фоне коронавируса. Итог данной работы совместно со службой по борьбе с экономическим преступлением на сегодня возбуждено 27 уголовных дел, связанных с незаконным действием в сфере обращения лекарственных средств. Такие действия отдельных физических и юридических лиц привели к тому, что в разгар пандемии дефицит лекарственных средств еще больше усилился. Следовательно, цены на ключевые лекарственные средства резко возросли. На сегодня Министерством здравоохранения пересмотрен перечень лекарственных средств, предназначаемых для лечения коронавируса. Новый список состоит из 56 позиций, из них отобраны 8 ключевых и дефицитных лекарств. Как вы знаете, главными препаратами являются Клексан, Фраксапарин, Фленокс, Гепарин и Нексиум. На сегодняшний день высокий спрос на данные препараты сохраняется. Я хотела бы привести статистику за последние 2 недели объема поставок, которые были завезены в республику. С 1 июля по 14 июля 2020 года было завезено 4200 упаковок препарата Клексан, 1500 упаковок препарата Фленокс, 15 000 упаковок гепарина. Все препараты были распроданы в первые часы.
14 июля дополнительно поступило 3,5 упаковок Лексан. Они сегодня уже размещены в определенных аптеках. Также вчера поступило 960 упаковок Энексума. В целом на рынок поступает энексапарина 5260 упаковок, гепарина 4240. До 20 июля ожидается поступление свыше 5000 упаковок фраксипарина, 1000 упаковок энексапарина, 1000 упаковок Лексана и 15 000 упаковок гепарина. Но данного объема лекарственных средств также недостаточно. В этой связи дополнительно прорабатываются варианты поставки лекарственных средств из Китая, Индии, Пакистана и стран СНГ. На сегодня из 50 позиций лекарственных средств, включенных в перечень для лечения коронавируса, сохраняется дефицит по 8 позициям. Это антибиотики. Миропинем потребность составляет 84 000 флакона или дефицит 83%. Ампицилин потребность 784 000 флакона, дефицит 89%. Тазобактам потребность 30 000, дефицит 100%. Антиагриканты, аспирин потребность составляет 44 800 флаконов, дефицит 100%. Препараты для лечения язвы желудка, фатотидин, потребность 8 000 флаконов, дефицит 98. Противокашлевые препараты. И также дефицит составляет 100%. Из данных препаратов на миропинем, фатотидин, ампицилин, тазобектам возможна замена другими препаратами. На оставшие 3 препарата аспирин, субтаметоний замены нет. Ардуан осуществляет 8720, что составляет 24 покрытия дефицита. По 8 позициям сохраняется частичный дефицит от 40 до 80%. Остальные 39 позиций в достаточном количестве с учетом остатков в больницах, ожидаемых поставок по результатам тендера. По медицинским изделиям данный список состоит из 39 позиций. По 24 позициям сохраняется дефицит. Это оксигенераторы, пульсоктометры, концентраторы кислорода, портативный аппарат УЗИ и так далее. Остальные позиции по 15 позициям в достаточном количестве с учетом остатков и ожидаемых поставок. За 2 недели с 1 по 14 на территорию Кыргызской Республики было завезено 427 наименований лекарственных средств на общую сумму 672 миллиона 680 тысяч сомов. Лекарственные средства из них 281 позиции на сумму 489 миллиона 368 миллионов сом. Следующие из таких стран, как Индия, Румыния, Польша, Пакистан, Китай, Казахстан, Беларусь, Украина и так далее. Медицинские изделия были завезены с 1 июля по 17 по 142 позиции и завезены на 183 миллиона 289 тысяч сомов. Производители являются Бельгия, Великобритания, Венгрия, Индия, Ирландия, Испания, Италия, Россия, Чехия, Турция, Япония, Южная Корея. Также хотелось отметить несколько слов и про ценовую политику. Впервые планируется ввести систему ценорегулирования. Все необращения лекарственных средств. Предпосылки закладывались еще в 2019 году. 29 октября 2019 года утверждено постановление правительства об утверждении временных правил регулирования цен на лекарственные средства в Кыргызской Республике, которое вступило в силу 15 января и является временным и пилотным. Регулированию подлежат 56 наименований лекарственных средств или более 300 торговых наименований, возмещаемых по дополнительной программе ОМС и программе госгарантий на амбулаторном уровне. Сегодня на рассмотрение правительства внесен проект решения о введении ценорегулирования на отдельные виды лекарственных средств. Как итог, мы хотим исключить такие факты, как необоснованное завышение цен на лекарственные средства и медицинские изделия.
До этого у нас в государстве применялась система рыночных отношений, когда цены устанавливал реализатор, исходя из конъюнктуры рынка. В условиях борьбы с пандемией данная система оказалась неприемлемой, и в то же время введение системы регулирования цен в условиях пандемии и нехватки лекарств во всем мире также может привести к обратному эффекту. В этой связи все действия в данном направлении должны быть предварительно изучены. Как вы знаете, указом президента 2020 года объявлен годом развития регионов и цифровизации. На сегодня у нас очень имеется тесное сотрудничество с Агентством лекарственных средств и медизделий, Министерством здравоохранения Турецкой Республики. И турецкая сторона сегодня готова предоставить нам одну из программных продуктов – это инвентарный контроль за лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. В рамках, значит, меморандума мы на сегодня уже по внедрению цифровизации всего процесса деятельности департамента внедрены два этапа цифровизации. Это первое, создана информационная база данных лекарственных средств и медицинских изделий, и второй этап уже оптимизация портала госзакупок. Осталось нам еще два этапа. Это цифровизация полностью всех бизнес-процессов деятельности департамента лекарственных средств. И последний этап – это отслеживание лекарственных средств и медицинских изделий. В настоящее время также я хотела бы отметить большую работу активной части населения в условиях процедурных обязательств для государственных органов и резкого скачка спроса на лекарственные средства. Благодаря средствам и помощи бизнесменов, отдельных депутатов, звезд эстрады, активистов и простого народа решаются вопросы по кислородным концентратам и отдельным препаратам. Спасибо. Мүмкін болса мамлекеттик тилде алматы болсак. Бүгінгі күндө министрлик тарабынан коронавирусқа дайындалчу дары каражаттардын тизмеси каралып жаткан. Жаңы тизмеде 56 позициядан турат. Алардын ичинен 8 негизги жана жетишсиз болгон дарылар тандалган. Баарыбызга белгилүү болгондой, ал препараттар Клексан, Фраксипарин, Фленокс, Гепарин, Инексум жана башкалар. Бүгүнкү күндө бул препараттарга суроо талап сакталып турат. 1 июльдан 11 июльга чейин Клексан препараты 420 упаковка кирген, Фленокстун 1,5 упаковкасы, Гепариндин 15 000 упаковкасы кирген. Бардык дарылардын 1 саатта эле сатылып кеткен. 14 июльда кошумча 3500 Клександын препараттары келген. Алар белгилүү дарыканаларга таратылган. Кече Энексумдун 460 упаковкасы келген. Рынокто жалпы Энексапариндин 5260 упаковкасы келген, Гепаринден 4240 упаковкасы келген. 20 июльга чейин Фраксипарин 5000 ашык келери күтүүдө, 1000 Энексапаринден, 1000 Клександан жана 15 000 гепарин келүүгө күтүлүүдө. Бул жумуш иш-чараларыбыз толугу менен да жалпы элдин муктаждыгын жаппайт. Ошондуктан бүгүнкү күнү Кытай, Индия, Пакистан жана башка өлкөлөр менен башка варианттарды карап жатат. Коронавирусту дарылоо үчүн тизмеге кирген 56 позициядан 8 позиция боюнча жетишсиздик сакталып турат. Мерапенем муктаждык 84 000 флакон түзөт, ал 83%. Аспирин муктаждык 44 800 флакон түзүлөт, 100% жетишсиздик. Фататидин 8 000 флакон түзүлөт, 98 жетишсиздик. Ошондой эле 8 позиция боюнча 40-тан 80%га чейин мындай частичный дефицит дейбиз. Андан тышкары 39 позиция медициналык багыттагы буюмдар боюнча, 16 позиция боюнча ал жерде дефицит болуп турат.
Бүгүнкү күндө департамент тарабынан көп иш-чаралар өткөзүлүп атат. Ушу дүйнөлүк пандемияга карабастан биздин департаменттин кызматкерлери 2 сменге өтүп, толугу менен көп нормативдик укук актылар, дары-дармек Кыргызстанга кириш үчүн тоскоолдуктарды жеңилдеткен мындай иш-чаралар бүгүнкү күндө иштелип чыкты. Рахмат. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировали начальник Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Ахматова Айнура Бектургановна, а также директор Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники Шакирова Гульмира Абидиновна. А прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, АЛТО-24, Пирамида, 5 канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Хабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.